Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И сегодня мы продолжаем изучать падежи казахского языка. Сегодня мы изучим жатыс тептык, местный падеж. Жатыс тептык отвечает на следующие вопросы: кімде, у кого, неде, у чего или в чем, кайда, где, кашан, когда. Теперь рассмотрим, какие окончания прибавляются к жатыс тептык. И первая пара окончаний — это окончание да-де. Данное окончание прибавляется после гласных, сонорных, а также звонких букв ж, з. Рассмотрим эти окончания на примерах. Первый пример — это кала, переводится город. Заканчивается на гласную букву, слово твердое, значит мы должны прибавить твердое окончание. В данном случае получается калада, то есть кайда. Задаем вопрос где, прибавляем окончание, получается в городе. Кайда, калада. Следующий пример. Күн переводится как день. Также задаем вопрос кашан, когда, и прибавляем окончание. Слово күн мягкое, значит мы должны прибавить мягкое окончание. В данном случае окончание де. Получается кünде, то есть когда, днем. Следующий пример. Имя Диана. Получается, задаем вопрос кімде, у кого. Заканчивается на гласную а, слово твердое. Получается Диана, да, то есть у кого, у Дианы. Следующая пара окончания — это та, те. Данное окончание прибавляется после глухих букв, а также букв Б, В, Г, Д. Также рассмотрим на примерах. И первый пример — это слово мектеп, переводится как школа. Задаем вопрос кайда, где, и прибавляем соответствующее окончание. Слово заканчивается на глухую П, слово мягкое мектеп, значит мы должны прибавить мягкое окончание. Получается мектеп-те, то есть кайда, где, в школе. Где в школе. Следующий пример. Кыс переводится как зима. Опять задаем вопрос. В данном случае кашан, когда. И получается кашан кыста. Слово твердое, значит мы прибавляем твердое окончание. Кыс заканчивается на глухую с, поэтому мы и прибавляем глухие окончания. В данном случае твердое окончание та. Получается кашан кыста, зимой, то есть когда зимой. Следующий пример. Язык, дверь, заканчивается также на глухую к. Само слово мягкое, значит мы и прибавляем мягкое окончание. Также задаем вопрос, в данном случае неде, у чего. Язык те, получается у двери, у чего, у двери. То есть получается неде, язык те. Следующая пара окончаний — это окончание да-де. Данное окончание прибавляется после притяжательной формы третьего лица. Также рассмотрим эти окончания на примерах. Первый пример — это онын баласы. Переводится как его или ее ребенок. Это притяжательная форма третьего лица. К слову бала мы прибавили в данном случае окончание с. Теперь мы должны прибавить окончание жатыс тептык. Получается онын баласын да, то есть у кого, у его или ее ребенка. Так как слово бала твердое, мы прибавили твердое окончание да, то есть получилось у нас кімде, у кого, онын баласын да, то есть у его или ее ребенка. Следующий пример. Онын досы, его или ее друг. Также это притяжательная форма третьего лица. Также задаем вопрос кімде, у кого, и получаем следующее окончание. Онын досын да, то есть у кого, у его или ее друга. Слово дос твердое, поэтому мы прибавили твердое окончание да. Получилось у нас онын досын да. Следующий пример. Онын каласы, его или ее город. Так как слово твердое, мы прибавили в данном случае твердое окончание да. Также перед этим задаем вопрос кайда, где, и прибавляем окончание. Получается онын каласын да, то есть в его городе или ее городе. То есть для начала мы задаем сначала вопрос к слову, затем смотрим твердое слово или мягкое, потом смотрим, на какую букву оканчивается слово, и затем уже прибавляем окончание. На этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем уроке.